Что ж, вновь рады всем сказать доброе утро. Здесь на телеканале Якутия-24 «Утро Якутии». В эфире Дарья Анкехова, Павел Танин, как и все предыдущие дни этой недели. Вновь с вами встречаем наступивший день, и это прекрасно для нас и прекрасно для вас. И, как всегда, мы желаем всем нашим утренним телезрителям прекрасного настроения, хорошего рабочего дня. Ну и, конечно же, призываем оставаться в ближайший час вместе с нами, потому что с нами не только полезно, с нами весело, с нами уютно, с нами по-семейному. Поэтому в ближайший час не переключайте телеканал Якутия-24 и оставайтесь с нами. И, конечно же, опять же, присоединяюсь к этим словам, хочется пожелать хорошего настроения, ну и чтобы весна вас сопровождала, и как бы это ни звучало. Почему об этом заговорили? Потому что, я думаю, самое время узнать, какая погода нас сегодня может ожидать. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -2 градуса. В заречной группе -1, +7. В южных до 6 градусов тепла. В Вилюйской 8,4 ниже 0, в Нижнеленских 9 градусов со знаком минус. В западных 11,5 градуса мороза. В Колыме-Нигирской группе улусов -22, в Янских 21,3 градуса ниже 0. На северо-западе -29, -17. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -1 градус. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный до 1 метра в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +4 градусов. Посвящайте свой день, наверное, уличным прогулкам, потому что, наконец-то, позволительная роскошь это для нас стала, с учетом температур, во всяком случае, в Якутске. Но не забывайте, да, о том, что в связи с плюсовой температурой уже становится у нас очень грязно на улицах. И вчера, кстати говоря, я впервые увидела лужи. И ты знаешь, и вроде бы и радостно, но и горестно одновременно. Непонятные ощущения. Да. Вроде бы хочется, как в детстве, шлепать по ним и ни о чем не думать, но, к сожалению, включается мозг, и ты думаешь, ну как же ее обойти? Ну ладно. Ну, вообще, да, я тоже вчера впервые увидел лужи, но, опять же, напомню, что происходит иногда такой момент, что ночью минусовые температуры, и все вот это растаявшее за день, за вечер, оно потом превращается в лед. Трудно и пешеходам ходить, скользить, и автолюбителям тоже нелегко приходится, потому что, дорожная обстановка из-за этого, конечно, свои коррективы, какие-то и в скоростной режим, и в управление вносит. Ну, а в целом, конечно, утро начинает свои обороты. Некоторым из нас, правда, для хорошего старта необходим заряд бодрости, кто-то его получает от чашечки хорошего кофе. И сегодня, 3 апреля, отмечают день рождения приспособления, без которого употребление кофе было бы достаточно непростым делом. Речь идет о кофемолке. Она, кстати, появилась почти 100 лет назад. В 1928 году в этот день устройство было запатентовано. И это не только упростило жизнь любителям кофе, но и сказалось на пользе приготовленного напитка. Ведь если молоть кофе перед его употреблением, то это позволяет избежать потери полезных веществ, которые могут испариться уже из молотого кофе. Не стоит забывать про экономию. В сухом остатке покупать зерна и молоть их выходит дешевле, чем покупать уже готовый молотый кофе. Да, ну а далее узнаем, чем еще отмечен сегодняшний день в календаре. На календаре 3 апреля. Сегодня Всемирный день вечеринки. По народному календарю Кирилл Катаник. На Кирилла санки чистили и убирали подальше. До следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви, не реви, Катаник санки унес». Этот день в истории. 1860 год. В США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба Pony Express. 1874. Илья Репин сообщил Павлу Третьякову, что приступил к работе над портретом Ивана Тургенева. 1879 год. София провозглашена столицей Болгарии. 1933. Проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку. В этот день родились Леонид Пастернак, русский живописец и график; Станислав Волосевич, польская легкоатлетка, олимпийская чемпионка; Юрий Нагибин, советский писатель и сценарист; Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии «Оскар»; Роза Шанина, советский снайпер, участница Великой Отечественной войны. Именины сегодня отмечают Владимир, Кирилл, Яков.
1 апреля в России прошла традиционная индексация пенсий. Что изменилось, кого индексация затронула, об этом мы узнаем чуть позже и поговорим с гостем нашей студии. Ну а прямо сейчас прервемся на короткую паузу, а именно на сводку новостей от наших коллег из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Телефонные мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа и похищают деньги, угрожая уголовным делом за оказание помощи Украине. Так, неизвестные звонят пожилым людям, представляются работниками пенсионного фонда и просят продиктовать им паспортные данные, якобы для перерасчета трудового стажа. На этом разговор заканчивается. Затем с потенциальной жертвой связывается псевдоправоохранитель, который сообщает о том, что по паспортным данным человека осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело. Воспользовавшись взволнованным состоянием человека, аферисты убеждают пенсионера снять сбережения и для избежания неприятностей и сохранности передать их курьеру, что человек и делает, лишаясь своих накоплений. В Якутске в этом году расширят систему «Безопасный город». Об этом сообщили в ходе осмотра премьер-министром республики Кириллом Бычковым объектов цифровой инфраструктуры. Новые камеры видеонаблюдения установят в местах общего пользования мемориальных объектов. На сегодня «Безопасный город» включает более 800 камер видеонаблюдения. Система призвана обеспечить общественную безопасность с помощью современных технологий, включая распознавание лиц и искусственный интеллект. Карьерный рост коллег вдохновляет 37% якутян работать более активно. Такие данные исследования приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоп». Согласно данным опроса, информация о повышении сотрудника на аналогичной должности служит стимулом для 37% жителей Якутии. В то же время 15% респондентов признались, что успех других полностью лишает их желания трудиться. Еще 15% отметили, что карьерный рост сослуживца не влияет на их работоспособность, но в такой ситуации они считают целесообразным обратиться к руководству за разъяснениями. В Бердигистяхе царит атмосфера творчества. Местная гончарная мастерская принимает именитого гостя Сергея Борисовского, мастера гончарного искусства и члена Союза художников страны из Краснодара. Он проводит серию мастер-классов, посвященных изготовлению керамических изделий и техникам глазировки. Занятия пользуются огромной популярностью, привлекая не только местных жителей, но и мастеров из Намского и Усть-Алданского районов. Участники с удовольствием осваивают секреты ремесла, открывая для себя новые возможности работы с глиной, создавая уникальные произведения искусства. Для проведения курсов по производству, изготовлению, вернее, собственной глазури и обучению навыкам гончарного искусства. Я побывал уже в Покровском районе, провел такие курсы. И у нас была договоренность с Маяной о том, что я приеду к вам. Якутский народ мне очень близок по духу своему, по нраву своему, по своему восприятию жизни. Поэтому я бы все равно приехал в Якутию. С 1945 года ведет отчет своей истории Якутское художественное училище. Одному из 5 художественных училищ Сибири, которое пользуется заслуженным авторитетом как в регионе, так и в России, исполнилось 80 лет. В настоящее время там учатся порядка 180 студентов по 3 отделениям: живопись, декоративное прикладное искусство и народные промыслы. В год 80-летнего юбилея училище, стоит отметить, по-прежнему не имеет собственного здания. Художественное училище занимает весь 3-й этаж с общей площадью в 2041 квадратный метр. Остальные 3 этажа отданы Якутскому музыкальному училищу. Нам выделило это старое здание Крупской 3/2, котором деревянное здание территории около дома Арчи. И мы это получили и своими силами его старое здание восстанавливаем. Да. Поэтому мы сами кузнецы, сами строители, это сами построим. Для музея декоративно-прикладного искусства уделяет помещение вновь открывающееся Арктическом центре.
Еще одна замечательная новость. С 1 апреля этого года Социальный фонд России провел индексацию социальных пенсий. Да, и сегодня подробнее на эту тему мы побеседуем с Романом Афанасьевым, заместителем начальника отдела организации заблаговременной работы Управления установления пенсии отделения Социального фонда России по Якутии. Роман, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Какая же категория граждан получает социальные пенсии? Ну, получателями социальных пенсий являются граждане, которые по тем или иным причинам не имеют страхового стажа. Это у нас граждане, мужчины, достигшие 70 лет, женщины, достигшие 65 лет. Это инвалиды первой, второй, третьей групп, а также инвалиды с детства. И дети, потерявшие одного или обоих родителей. А насколько вообще индексируется пенсия вот с первого? Ну, проиндексирована была, наверное, уже в прошедшем времени с 1 апреля. И сколько человек затронула эта индексация? Размер индексации, он устанавливается ежегодно постановлением правительства Российской Федерации, исходя из темпа роста прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации. В этом году размер индексации составил 14,75%. И это коснулось чуть менее 30 тысяч получателей социальных пенсий, которые проживают на территории Республики Саха. Ну вот вы только что озвучили такой коэффициент, да, процент. Да. А насколько в общем увеличился размер пенсии? Ну, в общем, увеличение, скажем так, у нас социальные пенсии имеют фиксированный размер, да, и они между собой как бы разнятся. Например, получатель социальной пенсии по старости, его размер составляет 8800 рублей. Ну, с учетом районного коэффициента у нас это 12 тысяч, а получатели социальных пенсий по инвалидности первой группы, например, у него размер уже 23 тысячи. И поэтому тут, скажем так... Сказать какую-то одну сумму нельзя? Да, невозможно. Но в среднем по республике эта сумма составила 2000 рублей. Ну, это очень хорошо. Ага. А вот как-то северный коэффициент, помимо того, что вы там озвучили, да, что, в принципе, в конечном итоге к пенсии добавляется, может быть, и на индексацию саму как-то влияет? Ну, северный коэффициент, да, районный коэффициент, он устанавливается уже при назначении пенсии. И при индексации он уже как бы имеет уже внутри размера пенсии. Да, в размере пенсии. А как можно оформить пенсию, если живешь в отдаленном районе? Ну, это касается вот очень нашей северной регионы, да? Что касается вот отдаленных населенных пунктов, жители которых затрудняются подать заявление, у нас в социальном фонде есть 3 способа подачи заявления. Это у нас первое — личный прием. Есть второй способ — это отправить заявление через почту России, да. И третий способ — это электронный вид, способ подачи заявления. Это через госуслуги. Ну и завершая, наверное, беседу, такой тоже вопрос интересный. Вот, допустим, пенсионер получает пенсию на территории республики, да, мы опять же про северный коэффициент поговорили и так далее. Нередкая история, когда люди из Якутии переезжают там в центральную часть, там в южную часть России, при этом размер пенсии сохраняется или вот та вот северная надбавка, она все исчезает? Да, вот социальная пенсия, она зависит от района проживания, от места проживания. И она устанавливается с учетом районного коэффициента, если районный коэффициент установлен, да. И в случае, если гражданин, который получает социальную пенсию, переезжает в центральную часть России, где нет районного коэффициента, его размер пенсии уменьшается на тот районный коэффициент, который был у него установлен. Вот до этого я приводил пример, да, вот получатель социальной пенсии по России, у него размер 8800, а у нас это 12 тысяч с копейками, да. То есть он переезжает и опять 8 будет? Да, вот именно.
А вот если все-таки вернемся к индексации, да, которая произошла вот 1 апреля, да, это происходит все автоматически или пенсионеру нужно как-то о себе заявить, или, может быть, кто-то хочет перепроверить, увидеть где-то, насколько она все-таки повысилась, как он может это отследить, посмотреть? Да, но это может быть такое, что индексация, при индексации может случиться программный какой-то сбой. Да, и может у пенсионера увеличение не произойти. Да, в этом случае пенсионер должен подойти, да, к нам, чтобы как бы разобраться в этом случае. Но в целом индексация, она проходит централизованно и сразу как бы автоматически. Ну, спасибо большое за полезную информацию. Вам хорошего дня мы желаем и, конечно, дальнейших успехов в работе. Спасибо. Спасибо. Информации пришло время подумать и о теле. Чтобы день прошел легко и бодро, импульс бодрости организму стоит задавать с самого утра. После сна телу также необходима разминка. И лучшим средством для этого по-прежнему остается комплекс упражнений в виде утренней зарядки. Предлагаем ее сделать прямо сейчас вместе с нами. Доброе утро! Сегодня день начнем мы с разминкой с палочкой для осанки, укрепления спины, мышц, чтобы спинка у нас была ровная и красивая. Как раз это актуально деткам и подростковым периоду. Ванечка, возьмем палочки, начинаем ходить и дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. И на последний вдох, выдох. Ручки наверху оставила и за спинкой пошли. Раз, наверх. 2 наверх. И таких можно 10 повторений сделать. Наверху остановились и на цыпочках пошли, стопочки размяла. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Палочку за спинку Аня завела, молодец. И пошли на пяточках, на пяточках, на пяточках. Носочки наверх. Во, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Сделали вдох. И выдох. Перед собой палочку держим. И как балерина пошла, ножки в стороны пошли. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. И последняя на стопы. Это у нас мишка косолапый. Мишка косолапый как ходит. Во. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Ножки прямо. Положили и корпусом потянулись. 3, 2, 1. Вниз пошли с тобой. Хоп. Максимально. И наверх. Еще раз вниз и наверх. Пошли на правую сторону. Корпусом потянулась. 3, 2, 1. Поднялась. 2 и 3. В другую сторону, Анечка. Пошли в 3. Левую. 1. Тянемся. 2, 3. Поднялась. На выдохе. Вдох медленно. Выдох. И 3 раз. Вдох. И выдох. Тем самым мы проснулись с тобой и растянули все тело. А палочку берем за спину. Взяли сзади хватом. Пониже сделай. Давай я тебе помогу. Вот. Одна вниз ушла. И вверх-вниз пошли. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Ручки поменяли. Поменяла. Во, молодец. И пошли. 1, 2, 3, 4. Вверх, вниз. Вверх-вниз. Хорошо. Поставили ручки. И давай с тобой грудные мышцы растянула. 3, 2, 1. Молодец. В другую сторону. Хоп. 3, 2, 1. Давай пойдем на ноги. Растянули. 3, 2, 1. И другая ножка. Тянемся. 3, 2, 1. И завершаем комплекс на весь корпус тела и на нижний. Пошли. 1. Вправо. Влево тянем. Хоп. Хоп, хоп, 3, 2, 1. И пошли тазобедренный. 1, ножками. 2, молодец. 3, 4, 5 и 6. Палочку поставили и немножко разогнали лимфу. Попрыгали. Хоп, хоп, хоп. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. И вот с таким простым приспособлением можно взять черенок от лопаты или от швабры и сделать такой комплекс. Всем хорошего дня, Аня, помаши.
Ну, а от зарядки недалеко как бы и до чего, правильно, до спорта. Дополнительная физнагрузка и в течение дня также необходима, а завершать день иногда очень полезно посещением фитнес-зала или занятием какой-то дисциплиной. Если вы занимаетесь каким-то видом спорта, там недалеко и до полноценных соревнований. Например, в Покровске Хангаласского вуза прошла спартакиада для работников образования на Куба-колледже цифровых технологий «Айтын». А событие стало настоящим праздником спорта и дружбы, предоставив участникам возможность не только продемонстрировать свои спортивные навыки, но и наладить новые знакомства в своей профессиональной среде. О том, как прошли состязания, расскажет Виолетта Засимова. Спартакиада для работников образования организуется колледжем цифровых технологий «Айтын» уже 5-й год подряд. К слову, это пока единственное спортивное мероприятие для педагогов, проводимое в Улусе. Количество команд варьируется из года в год. Иногда их бывает 5, иногда 8, а в этом году на турнире были представлены 6 команд. По видам спорта у нас традиционно это 7 видов спорта. И каждый год у нас меняются именно по пулевой стрельбе. Пулевая стрельба либо дартс, шахматы, либо шашки, и все. Остальное все вот волейбол, теннис, канат, перетягивание, прыжки в длину, все это остается. Одним из постоянных участников является коллектив Покровской средней школы номер 1 под руководством директора Спиридона Шишигина. Сам Спиридон Шишигин, будучи самым возрастным участником спартакиады, демонстрировал свое мастерство в якутских настольных играх «Хабылык» и «Хамыска». Интересно, что в спорт мужчина пришел только в осознанном возрасте. Коля физкультуру не любил, потому что проигрывал, ростом маленький был и проигрывал даже самым этим маленьким девочкам, всем, даже девочкам всем проигрывал 100-метровку и так далее. Вот поэтому я физкультуру не любил, но стал заниматься, когда стал учителем. Также ежегодно выставляют свою команду Актемский филиал АГАТУ. Нынче в нее вошли 22 сотрудника образовательного учреждения. Конечно, работники не спортсмены, они постоянно там сидят в компьютере и работают, здесь развлекаются, людей познакомиться. Еще таких соревнований побольше было бы. Хотел бы сказать, побольше еще команды. Этот год 6 команд. Надо еще команду 10, 15, чтобы конкуренция была. Новичками спартакиады стал коллектив Центра дополнительного образования детей, который с энтузиазмом вступил в борьбу за призовые места. Сейчас наши результаты пока не очень хорошие, но мы до конца будем играть и посмотрим в конце, какой итог будет. По моему мнению, сильные все, хорошие, сильные команды. Все, главное, пришли поддержать свой коллектив. Конечно же, думаю, что сильная команда – это Ольская средняя школа и колледж «Айтын». Соревнования проходили на протяжении всего дня, и самым зрелищным и напряженным стал волейбольный матч, который затянулся до вечера. В итоге победу одержали волейболисты колледжа «Айтын», обойдя команду филиала АГАТУ. В конечном итоге больше всех баллов набрали хозяева спартакиады колледж «Айтын». Второе место занял филиал АГАТУ, а третье – Ойская средняя школа. Команда-победитель получила кубок. Также в каждом виде спорта были отмечены игроки с наилучшими показателями. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова. Помимо прочего, на мой личный взгляд, педагоги также показывают хороший пример своим воспитанникам, потому что они участвуют в различных соревнованиях. Привлекают к спорту все-таки в какой-то степени. Но вообще педагоги – это очень важные люди в жизни каждого из нас, и речь идет не только о передаче профессиональных знаний. Тем не менее, именно воспитание хороших специалистов в своем деле – это, наверное, их первостепенная задача. Но чтобы стать настоящим профессионалом, мало лишь знаний, которые ты получаешь вместе с наставником. Немаловажную роль играет и любовь к своей профессии. Особенно, если профессия достаточно редкая, как, например, реставратор. Именно об этом ремесле расскажем далее. Я работаю 2005 года. Попала случайно на эту работу. Моей профессии нравится то, что у некоторых это хобби, а у меня работа. Результаты видны сразу, что сделано твоими руками, то видно. Бывает, не получается иногда.
переделываешь по нескольку раз. Тут нужно терпение, усидчивость. Ну, упертым надо быть, наверное, в какой-то мере. Аккуратным тоже обязательно. В основном работаю с фондом библиотеки, но приносят в частном порядке. В данный момент вот эта книжка тоже «Служебник», тоже из частной коллекции. Книга 19 века, церковная книга. Обычно у нас книги бумажные, кожа, картон. Основные материалы, с которыми мы работаем. Промываем в фильтрованной или дистиллированной воде. Закрепленные там с печатью, с закрепленной печатью листочки. В течение 45 минут. К восполнению утрат, например, у нас восполняем утраты классическим методом, вручную. Вот, можете увидеть, вручную восполненные. И второй способ – это доливаем бумажные массы. Вот. Бумажную массу сами готовим. Вот. Утраченные части, вот этот часть, например, я вручную на световом столе сделала, да? Сейчас покажу, как доливаем бумажные массы. Готовая бумажная масса, которую сами сделали. Так. Можно пипеткой, можно... Я привыкла ложечкой, мне нравится больше. Берем. Кладем под пресс до следующего дня. Потом следующий шаг. Прессуем под прессом. Сушится одновременно и закрываются там утраты бумажной массы. На следующий день вот получается вот такой, например, вот листочек будет вот таким. Ну да, реставраторы способны вдохнуть новую жизнь в старые предметы, восстанавливая их утраченную красоту. Но что делать, когда дело касается не вещей, а людей? Именно здесь на сцену выходят стилисты, которые помогают каждому раскрыть свою индивидуальность и выглядеть безупречно. Давайте узнаем, какими советами сегодня с нами могут поделиться. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и это рубрика «Рекомендации от стилиста». Вы уже заметили, что очень сильно потеплело. Я думаю, у каждого закралась мысль в голове, а что дальше? Что же мне носить? Как же мне классно выглядеть? Как стилист, конечно, я рекомендую продолжать носить меховые изделия, потому что они невероятно актуальны. Ну а как же найти оптимальное решение меховых изделий и при этом сэкономить? Сегодня об этом мы как раз с вами поговорим, потому что есть отличное решение. Это эко-шубы, которые имитируют наш с вами любимый мех, но при этом выглядят так же красиво, дорого и стильно. Улыбка не сходит с моего лица. Посмотрите, какая классная, стильная деталь. Именно такую манежку вы точно сможете круто сочетать как с теплыми пальто, с пуховиками, также внедрять их в свои повседневные образы в сочетании с объемными рубашками, брюками и многим другим. Также посмотрите на повязку. Это очень классная деталь и аксессуар, который заменяет головной убор. Также будет здорово сочетаться и с пуховиками, и с пальто. Вспоминаем наших замечательных бабушек и мам с красивыми соболиными воротниками. То есть манишка – это новый воротник, это новый тренд, который точно стоит внедрить в свой гардероб. Сюда можно добавить брошь или какие-то другие интересные детали в зависимости от вашего стиля и предпочтений. Глядя на Дарью, можно с уверенностью сказать, что человек способен своей красотой озарять мир вокруг. Да и в целом мир сам по себе полон красоты. Очень много ее где, Паша? Ну, конечно же, в окружающей нас природе. И вот очередное доказательство. В Сочинском дендрарии зацвели первые сорта японской сакуры. Это событие приковало внимание всех посетителей, которые любуются нежными цветами на деревьях, раскинувшихся на территории рощи.
Большая коллекция была завезена в качестве платы за северокитайскую восточную железную дорогу. На тот момент было 44 сорта, но не все из них сохранились. Часть из них была перенесена в сочинский дендрарий, часть сакур была получена от краснодарских селекционеров. Часть сортов была передана из ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге. Да, ну а сорта сакуры вообще разительно отличаются друг от друга по краске, вообще по форме, по срокам цветения. С каждым годом коллекция деревьев в дендрарии пополняется, и посетители парка с восхищением отмечают невероятный аромат и нежные оттенки вот этой красоты, которую, я думаю, экран не способен в полной мере передать. Вот что там происходит, когда ты в упор это все наблюдаешь. Ты знаешь, какими бы ни были эти деревья, в любом случае за ними нужно ухаживать и следить. Ну и в целом это касается всех растений, особенно если они растут не в своей естественной среде. Да, ну и, конечно же, это касается и домашних растений, и даже плодоносных, которые мы выращиваем на огороде. И как хорошо, что у нас есть парочка всегда секретов по уходу за растениями. Одним из них поделимся прямо сейчас. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня я хочу вам рассказать про правильный полив растений, потому что очень часто наши растения погибают из-за того, что либо мы их переливаем, либо не доливаем. Что такого в поливе, да, можно как бы подумать, но полив тоже имеет свои нюансы и особенности, о которых я хочу сегодня вам рассказать. Для примера я сегодня принесла растения в прозрачном горшке и на котором я хочу показать, как мы поливаем. Обычно мы поливаем чуть-чуть сверху, и, как мы видим, вода не проходит до конца, тем самым вода не увлажняет полностью все корни растений. Так, каким же образом нужно поливать? Берем и обильно проливаем растение до тех пор, пока вода не начнет литься с дренажных отверстий. Как вы видите, вот вода стекает, и здесь мы видим, что почва полностью увлажнилась. Тем самым корни наших цветов будут напитаны живительной влагой. Второй способ – это метод погружения. Когда мы в емкость добавляем воду и ставим растение. То есть мы можем оставить растение в таком виде на полчаса, час, 2 часа, в зависимости от объема горшка, и заниматься своими делами. Таким способом лучше поливать вьющиеся длинные растения, потому что когда мы поливаем сверху такие цветы, влага не будет доходить до всех листьев и до всех веток, а когда растение будет у вас стоять в емкости, оно впитает столько влаги, столько воды, сколько нужно для растения, для того, чтобы оно нас радовало. После того, как растение у нас напиталось достаточно влагой, необходимо немножко потрясти горшок, потому что нам необходимо убрать излишки воды. Наверняка, то есть мы знаем, что когда вода застаивается в горшке, корни начинают гнить. Поэтому оттряхнули и поставили цветок на свое место. А тем временем в Китае для заботы об окружающей среде используют новые технологии. Согласно исследованию, в стране растет больше 142 миллиардов деревьев, что соответствует примерно 100 деревьям на каждого жителя. Однако эксперты предупреждают, что эта цифра может быть заниженной из-за ограничений технологий подсчета. Да, профессор Цинхуа Го отметил, что предыдущие инвентаризации показывали значительно большее количество деревьев на акр. Точная оценка численности деревьев важна для анализа состояния лесной экосистемы и углеродного накопления. Для недавнего исследования использовалась лазерная технология, лидар и беспилотники. Полученные результаты соответствуют предыдущим оценкам, но требуют доработки. В ближайшее время численность деревьев в Китае может вырасти благодаря проекту «Великая зеленая стена», целью которой является высадка 100 миллиардов деревьев к 2050 году. Да, и вот как раз-таки вот эта технология поможет еще оптимизировать направление высаживания и роста деревьев, то есть понимать точнее, где нужно побольше высадить, где поменьше. Ну, Паш, ну это отличная возможность вообще отслеживать, да, все-таки... Пилотные устройства у нас работают, квадрокоптеры летают, да. Соответственно, подсчет ведется, но ты только задумайся, 100 деревьев на каждого жителя. Ну,
Не прекрасно ли? Прекрасно ли? Но все-таки, видишь, китайцы впереди планеты вся, так Что-то сказать. я всегда говорю, что они всегда что-то знают, что-то, чего не знаем мы, надо бы у них в этом плане поучиться. Ну а помимо флоры и фауны, важной частью окружающей среды, конечно же, являются водоемы, особенно это касается источников пресной воды, ну вот, например, озеро Байкал. Ни для кого не секрет, что оно является старейшим из земных озер. И его возраст достигает порядка 25 миллионов лет. К примеру, Великие озера появились меньше 20 тысяч лет назад. Вторым по древности считается Иссык-Куль в Киргизии. Оно появилось примерно 20 миллионов лет назад. Вот. Но Байкал, кроме того, считают и глубочайшим из озер на планете. Эксперты применяют сейсмические данные и изотопные датирования для определения возраста осадков и скорости их накопления на дне. И Байкал образован вообще за счет разлома, при котором пара континентальных плит расходится. Это и позволяет ему существовать миллионы лет. Кроме того, озеро обладает высоким уровнем биологического разнообразия, включая эндемичные виды флоры и фауны, такие как, например, байкальская нерпа. В целом же изучение Байкала помогает ученым понять процессы видообразования и эволюции в уникальной экосистеме, сохранившиеся на протяжении столь долгого времени. Ну, вот ты, кстати, был на Байкале? Нет, до сих пор не довелось. Надеюсь, вот почему-то я тоже время посетить. Ну, посмотри, вот эти кадры, прям постоянно, когда смотришь кадры с Байкала, постоянно думаешь, вот надо бы, но почему-то все вот никак не могу доехать. Я на Байкал по-другому немножко смотрю, как бы вот я не слишком, наверное, могу вот воспринимать, да, вот эту красоту видовую, но тем не менее я понимаю, что это, да, самый такой большой, наверное, водоем пресной воды. И это прекрасно, что он на территории нашей страны находится, потому что вообще запасы пресной воды, ну, в мире, я думаю, все это прекрасно понимают, очень малы. Но из всего вышесказанного необходимо отметить, что это, помимо того, что это самое глубокое озеро, так еще это и самое древнее озеро. Самые древние. То есть когда-то мы давно себе вот эту заначку пресной воды подготовили, скажем так. Но вообще в целом так полезной информации. На территорию России приходится порядка 13 или 10% от всех запасов пресной воды в мире. На первом месте Бразилия, как ни странно. Это ты вспоминаешь уроки географии, биологии, да? Недавно просто был День воды, и вот эта информация появлялась перед глазами, и я думаю, ее интересно послушать. Ну просто сколько стран в мире, какой большой вообще у нас земной шар, и 10% всей пресной воды у нас в стране. Ну, надеюсь, что это не дезинформация, все-таки ты владеешь этими числами и статистикой. Ну а мы продолжаем наш эфир, и сегодня станут известны имена победителей фестиваля «Победная весна». При этом лучших определяют в 3 направлениях. Подробнее о фестивале мы поговорим чуть позже с нашим утренним гостем. Ну а сейчас необходимо вновь передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Энергопотребление в России в первом квартале снизилось на 1,7% из-за теплой погоды в начале года, а с учетом температурного фактора показатель вырос на 0,1%, сообщил глава системного оператора Федор Апачий. Он отметил, что рост энергопотребления в стране в этом году, скорее всего, будет ниже прошлогоднего 3,1% и ниже предыдущего прогноза менее 3%. Факт, цитата, прошлого года 3,1% все-таки, наверное, будет поменьше, но пока рано говорить, добавил он. В рамках реализации президентских и национальных проектов в Якутии возвели свыше 200 объектов. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Джулустан Борисов на заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре региона. Он подчеркнул, что нацпроекты стали ключевым драйвером развития страны, задали единые цели и вектор развития для всех регионов и муниципалитетов, обеспечивая значительное финансирование. Так, цитата, за 6 лет реализации проектов в республику было привлечено 235 миллиардов рублей. Это наглядно показывает мощную поддержку инициатив президента России, направленных на повышение качества жизни человека, сказал первый вице-премьер.
В настоящее время на реках Нерюнгринского района наблюдается сплошной ледостав, местами наледи, а также выход воды на поверхность льда. Отмечу, на территории района отсутствуют зарегистрированные ледовые переправы, на которые разрешен выезд автомобильного транспорта. Также действует постановление районной администрации о запрете движения транспорта по несанкционированным переправам и выхода граждан на лед во время его становления и таяния. Следует напомнить, что за нарушение предусмотрены штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч, для организации от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Нерюнгринский инспекторский участок Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия рекомендует водителям воздержаться от выезда автомобильного транспорта на лед водоема во избежание провала техники либо блокировки транспорта в наледи. Также рекомендуем гражданам воздержаться от выхода на лед водоема, во избежание провала под лед. Также рекомендуем родителям донести информацию до детей, что водоем является источником повышенной опасности. Нахождение на нем детей без сопровождения взрослых недопустимо. В столице республики стартовал фестиваль «Победная весна», в котором участвуют работники и студенты профессиональных образовательных организаций. В этом году в фестивале участвуют 25 колледжей и техникумов, представляющих более 1500 преподавателей и 250 студентов. Фестиваль ежегодно посвящается значимым событиям. Например, в этом году он приурочен, конечно же, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит в 3 направлениях – вокальном, танцевальном и театральном. Мы подготовили танец «Вальс. Жди меня, и я вернусь». Была сюжетная линия, и мы выступили 8 пар. Мы больше хотели показать победный вальс, потому что женщины, девушки того времени все-таки дождались своих любимых, близких, родных людей и хотели передать это чувство, что наконец-то наступила победа, наконец-то красивый май, и хотели передать настроение танца костюмами, светлыми тонами. Да? У нас белые платья, мы специально закупились костюмами. Первое спортивное мероприятие среди любителей фоновой ходьбы мы за активное долголетие провели в селе Майя Мегина Кангаласского района. Его приурочили к декаде Всемирного дня здоровья с 30 марта по 7 апреля. Участники индивидуально состязались по фиксированной дистанции на 5 километров, а также проводили эстафету среди команд из 6 человек. Регулярная физическая активность наравне со здоровым питанием и отказом от вредных привычек является основой для здорового образа жизни, что мы активно пропагандируем у нас в Улусе. Хотелось бы поблагодарить администрацию села Майя. Подготовили замечательную трассу. Трасса ровная. Участников очень много, от мала до велика. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия у нас проводились чаще. И желаем, чтобы наше население активно принимало участие. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. В столице республики сегодня определят победителей республиканского фестиваля «Победная весна». Конкурсанты соревнуются в 3 направлениях – вокальном, танцевальном и театральном. Да, и подробнее расскажут об этом специалисты по учебно-методической работе кафедры профессионального воспитания и социальной активности молодежи Института развития профессионального образования Марина Михалева и заведующий отделением педагогики дополнительного образования Вилюйского профессионально-педагогического колледжа имени Чернышевского Василий Николаев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы сейчас видели несколько кадров буквально в новостной сводке про данный фестиваль. Давайте все-таки расскажем в целом, что за идея данного мероприятия, и как он проходит. Первый фестиваль «Педагогическая весна» был проведен в 2022 году под эгидой столетия ЯССР. А второй фестиваль уже проведен в 2023 году. Он назывался «На высоте». И он был посвящен году педагога и наставника в Российской Федерации и году труда в нашей республике. А уже в этом году фестиваль носит название «Победная весна», посвящен великой дате, 80-летию победы в Великой Отечественной войне. И сколько вообще коллективов, в принципе, принимает участие? Насколько большой охват, скажем так? Охват и география нашего фестиваля с каждым годом увеличивается. В этом году фестиваль соберет
работников и студентов из 25 профессиональных образовательных организаций республики. Это, получается, более 1500 работников и более 250 студентов. Вот так То есть вот, да? студенты с педагогами наравне выступают. На одной сцене. На одной сцене. На одной сцене. Фестиваль проходит, как мы уже сказали, по 3 направлениям. Да? Расскажите подробнее об этом. Вот, в каком, может быть, направлении больше всего участников? Да, фестиваль проходит по 3 направлениям. Это вокальное, театральное, танцевальное. Вокальное направление подразумевает хор. То есть коллективы отправляли... Ну, этот этап проходил дистанционно, и коллективы отправляли видеозапись 2 записанных песен, хоровых песен, песни военных лет. И также вот эти видеозаписи уже отправлены нашим многоуважаемым экспертам. Второе направление – это танцевальное направление. В танцевальном направлении коллективы подготовили вальс. И в этом направлении количество работников и студентов не ограничено. Вот, например, в вокальном обязательно поют только работники. Хор состоит только из работников. А вот в танцевальном и студенты, и работники, и все в тандеме. Так, в театральном еще есть. В театральном направлении наши коллективы показывают отрывки из спектакля, этюды, миниатюры, да? И в этом направлении количество участников, работников и студентов строго ограничено, то есть должно быть соответствие 70% работников и 30% студентов. То есть там прям вот просто одних, допустим, педагогов выпустить невозможно, Нет, должна быть невозможно. вот эта связка. Василий, вы как победитель фестиваля 23 года и являетесь в этом году соорганизатором, все верно? А вот в чем, как вы считаете, главная ценность подобного конкурса? Главная ценность нашего фестиваля заключается в том, что его способности именно вот объединить людей. То есть здесь каждый коллектив может показать, на что он способен. То есть в каждом творческом направлении, будь то это в вокале, в театральном направлении и в танцевальном направлении. И я думаю, что это не только вот возможность проявить себя, но и шансы посмотреть и услышать голоса других и понять их мир и взгляды. То есть мы учимся друг у друга. Также вот фестиваль способствует развитию командного духа и взаимодействию между работниками и студентами среднего профессионального образования Республики Саха-Якутия. Ну, если вспомним ваш прошлогодний опыт, да? Позапрошлогодний, да. Василий, расскажите, какой номер вы тогда поставили и что помогло вам и вашему коллективу получить гран-при? В позапрошлом году задачей каждого коллектива было поставить именно фестивальную программу продолжительностью 1 час. То есть в позапрошлом году... То есть цельный 1 час. Направлений было много. 9, по-моему, да? То есть вокальное направление, еще номинации. Там, вокальным, например, это академическое пение, эстрадное пение, вот, инструментальное, танцевальное там, направление. Да? Я вот сам выступал в академическом пении и в эстрадном пении. Вот. Фестивальная программа называлась «Чукдарья Турчураны». Такой цельное выступление. Сколько готовились к этому часовому выступлению? Вот там 2-3 недели было на подготовке всего лишь. Вот представляешь, какие талантливые люди, да? Ну, за час, чтобы собрать за 2-3 недели часовую программу. И еще и получить приз, первое место. Значит, выполнили качественную работу и за короткие сроки. Молодцы. Ну, вот, кстати говоря, про победителей, да, наверное, Марина, вопрос опять теперь к вам. А кто оценивать участников будет в этот раз? И есть ли какие-то единые критерии для оценок вообще? Или собирают там условно тоже там представителей творческих профессий, и они уже сами, кто как видит, оценивают? Так, творческие номера участников оценивает очень компетентное жюри. Жюри профессионалы своего дела, это отличники культуры. Жюри состоит из преподавателей, руководителей ансамблей Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Арктического государственного института культуры и искусств и преподавателей Дворца детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой, да, и артистов из Государственного театра юного зрителя.
По критериям, если сказать, но общими по всем направлениям критериями являются соответствие и раскрытие темы фестиваля, костюмированность, сценическая культура, уровень и мастерство исполнения. То есть сегодня станут известны имена лучших из лучших, да? А могут ли зрители прийти и еще посмотреть? Ведь все-таки это концертная программа, да? Это, как вы уже сказали, есть и костюмы, это и полноценная вот программа по вокалу, по танцам. Ну а почему бы не прийти и не провести здорово время? Или уже билетов нет? Ну, билеты почти распроданы, были приглашения разосланы. Но если остались места, конечно, могут, да? Ну, опять же, возвращаясь к тому, что сегодня станут известны имена победителей, Василий, вы как на правах победителя позапрошлогоднего, да? Да, позапрошлогоднего 23-го года. Какие-то напутственные слова тем, кто сегодня борется, наверное, за гран-при? Вот, уважаемым участникам хочу напомнить им, что они все сделали очень важный шаг. Каждый из них вложил в свои выступления свою частичку своей души. Они являются очень талантливыми и уникальными, и каждый из них является уже победителем. Здорово. А вообще еще один такой вопрос. Вот у вас очень много работы, да? Что вы занимаете очень активную такую жизненную позицию, помимо этого, да? Как хватает времени и работать, и петь, и танцевать, и еще и в конкурсах участвовать? Ну, это как бы от свободного рабочего времени. Да. Но мы тут сами вот развиваемся в плане. Тоже, да? То есть душа требует? Душа очень требует. То есть талант все равно вот он никуда не деть его, да? Хочется и петь, и танцевать, и в конкурсах участвовать, и себя показать, и на других посмотреть. Спасибо большое за то, что посетили наш эфир. Мы надеемся и уверены в том, что фестиваль «Победная весна» в этом году пройдет на ура. Ну и, конечно, лучшие, как мы сказали, из лучших получат достойную награду. Вот. Ну а мы продолжаем. Еще одним событием ознаменован сегодняшний день. Четверг, по традиции. Это что? День премьер киноновинок. И сейчас узнаем, какие картины на большом экране можно посмотреть уже с сегодняшнего дня. Весь этот заповедник создан на деньги семьи Леопольдов. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Не приметили каких-то крупных зверей по пути? Комедийный хоррор «Смерть единорога» высмеивает цинизм, человеческую жадность и меркантильность нашего мира. Поистине великолепное создание. По сюжету Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, решает монетизировать целебные свойства мифического существа. Однако настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша. Свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей, и теперь каждый получит по рогам. Они убьют нас. «Смерть единорога» – дебютная режиссерская работа Алекса Шарфмана, известного в качестве продюсера криминальной драмы «Поднять паруса», триллера «Воскрешение». Главные роли исполнили звезда крика Дженна Ортега и Человек-муравей Пол Радд. «Смерть единорога». Ну все, никаких переговоров с монстрами. В кино с 3 апреля. Также напомним, что с 27 марта в мировой прокат вышел ремейк «Белоснежки», экранизация одноименного диснеевского мультфильма 1937 года с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях. Строго говоря, «Белоснежка» не первый фильм студии Дисней, подвергнутый массовой обструкции. В той или иной степени публика обрушивала критику на все игровые адаптации классических мультфильмов. Доставалось и Анджелине Джоли, и Мии Васиковски, и Эмми Уотсон. А уж сколько было вылито на новую русалочку Холли Бейли. Но так ли плохие эти актрисы и фильмы, в которых они были заняты? Конечно же, нет.
Вот и новая «Белоснежка», на наш взгляд, большую часть критики выдерживает совершенно необоснованно. Конечно же, классический мультфильм почти 90-летней давности давно не выдерживает никакой проверки временем. Он замечательный. Но времена изменились. Изменилось восприятие кино и его героев. Возникла необходимость обновить и «Белоснежку». И Рэйчел Зеглер справилась с задачей блистательно. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Таким было утро четверга. Мы, как всегда, напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть активная телеграм-страничка. QR-код видите прямо сейчас. Туда мы скидываем интересные сюжеты, повторы. Ну а завтра, дорогие телезрители, мы хотели бы анонсировать то, что завтра мы подарим замечательный подарок утренний. Подарим подарок. Кому-то из вас. Кому-то из вас. То, конечно, это все будет при помощи нашего телеграм-канала. Поэтому, если вы по каким-либо причинам, мы все понимаем, до сих пор не подписались, то сейчас самое время. Это знак. Это знак подписываться. Давай все-таки заинтригуем нашего телезрителя. Завтра мы подарим кому-то из вас что? Подарок. Профессиональную чистку зубов. Это очень классная вещь, необходима всем. Паша резко заулыбался, показывает свои блестящие зубы, что то ли нужна тебе эта чистка, то ли нет. А это пускай будет загадка, конечно же. Тем не менее, да, ну и помимо этого много всего интересного завтра также будет. Ну а сегодня утро мы с вами встретили. Все, что от нас зависит, все, что мы могли сделать, мы сделали. Надеемся, что с улыбкой на лице этот день у вас пройдет, что вы сделаете все, что на сегодняшний день запланировали. И уже как бы в целом день подарит вам только приятные эмоции. Ну а завтра в 7:00 мы ждем вас на телеканале Якутия 24 и НВК СХ. Всем прекрасного настроения, хорошего рабочего дня. Ну и до добрых завтра. Новостей.